Самое первое, что необходимо сказать, это необходимо сказать об авторах. Тандем Мажитова-Султанова – это уникальный тандем в историографии, и не только в историографии, поскольку из школы Мажитова-Султановой вышло подавляющее большинство молодых археологов Башкортостана, но и не только Башкирии, да? То есть их работа именно в плане подготовки вот этих молодых кадров, археологов, она была весьма эффективной. Причем эта эффективность была именно в тандеме. То есть когда они вместе работали. Мажитов вел такую концептуальную работу, Султанова вела уже практикоориентированную работу. И вот это давало свой очень хороший эффект. То есть люди выходили действительно высокого класса, могли самостоятельно вообще в целом проводить археологическую работу и археологический анализ. Сказывалось то, что и Мажитов, и Султанова – это практики, археологи практики, которые непосредственно работали в поле, которые очень большой объем работы выполняли именно полевой работы. И поэтому, наверное, вот эта книга «История Башкортостана», она стала, наверное, очень так похоже, можно сказать, она очень написана доступным языком. Для того, чтобы человек, в принципе, даже, можно сказать, любой подготовки, ну, конечно, взрослый человек, который осознанно все это делает, чтобы эту книгу, он может понять эту книгу. Понять, о чем она, то есть там отсутствуют такие очень скучные для даже историка-профессионала там перечисления керамики, там это очень сложный такой процесс, сложный текст для понимания. Здесь же написано очень простым, хорошим, интересным языком. Наверное, главным сюжетом, который я бы выделил именно в этой книге, это проблема, здесь две такие проблемы. Это проблема средневековых городов в Башкортостане и проблема этногенеза башкир. Это две действительно такие интригующие темы на самом деле в историографии и, мне кажется, неразрешенные до сих пор. Во всяком случае, проблема городов Башкортостана, она поднимается, периодически поднимается, и в целом ставится вопрос о возможности или невозможности городов на Южном Урале в Средневековье. И в данном случае Неяз Лукаевич дает положительный ответ. Города были, они достаточно логично встраивались в такой географический ландшафт региона. И, в принципе, археология, которая, собственно, показывает непосредственно уже вещи, она действительно показывает логику всех этих событий, которые могли привести к действительно существованию здесь городских центров и ни одного этого подобного центра. Конечно же, мне кажется, здесь необходимо рассматривать что это были достаточно специфичные образования, специфичные поселения, специфичные города, и может даже не в том смысле, которым мы понимаем города в Средневековье, там, в Западной Европе, например. Да. Эту концепцию о городах на Южном Урале он встраивает в другую сопутствующую концепцию проблеме государственности башкир. Проблема государственности башкир. Здесь он тоже делаются попытки так достаточно в простом формате преподнести, да, то есть, чтобы это могло быть понято, в принципе, человеком любой подготовки. Тоже делается попытка объяснить эти процессы, из-за чего это происходило и так далее. Ну, мне кажется, здесь, вот, по моему личному мнению, не хватило теоретической части понимания, а что такое город в то время, да, а что такое государство. Может, существовали альтернативные процессы политогенеза, да, то есть, мне кажется, вот этого не хватило, и работа получилась, и с одной стороны интересная, а с другой стороны вызывающая такую дискуссию. Но мне кажется, такой должна быть научная работа, она должна вызывать научную дискуссию. Она в любом случае является достоянием историографии, то есть любой студент или ученый, он должен учитывать в своих изысканиях эту работу в том числе. То есть это академическая работа, да? В том числе вопросы политогенеза. Он тоже должен, любой ученый, кто начинает заниматься проблемой политогенеза, он должен делать ссылку обязательно на Мажит-Султанова, потому что это академическая работа, он рассматривал эти вопросы непосредственно. Это одна из точек зрения. Да? Ну и, наверное, вторая такая основная
такой основной сюжет, который был затронут, это проблема этногенеза башкир. Здесь это тоже, наверное, самая такая актуальная, интригующая тема в историографии Башкортостана, и не только Башкортостана. Как произошли башкиры, как они сформировались. Множество точек зрения. У Мажитова и Султанова, в принципе, здесь мнение достаточно однозначное. Существующие племена на Южном Урале, которые отражены в археологических культурах, как Кры-Коповская, Кушнаренковская, Чаяликская и Селиукская, скорее всего, да, они являются прямыми преемниками культур раннего Железного века. То есть в данном случае Мажитов и Султанова видят, что эпоха великого переселения народов там, в начале первого тысячелетия, она скорее всего послужила каким-то триггером вот этой этнической трансформации, точнее этнической эволюции, можно сказать, да, которая привела уже постепенно к формированию ранних башкир, так называемых. Да? И, собственно, таких уже предтечей вот этих ранних башкир были как раз племена раннего Железного века. Вот, вкратце так выглядит эта концепция. С этой концепцией можно соглашаться, можно и не соглашаться, можно дискутировать, но в любом случае эта концепция имеет место быть, и ее определенный тезис действительно в данном случае в какой-то степени подтверждается. Что же касается моих собственных исследований, я же все-таки вырос, в том числе на этой книге. У меня они у меня трансформировались, поскольку я уже сейчас привлекаю новый вид источника, не только археологии и письменные источники. Идет активное исследование генофонда. К сожалению, тогда еще в 2009 году авторам еще не были доступны эти материалы. Сейчас, в принципе, можно говорить, во-первых, что да, великое переселение народов, она, безусловно, сыграла ключевую роль в этногенезе башкир. Насколько имеется преемственность с предыдущей эпохой, то есть эпохой там, раннего Железного века, в данном случае я бы поставил этот тезис под сомнение. Поскольку вот мне кажется, вот мне представляется по материалу того же генофонда, что практически смена вот этой вот популяции, она произошла достаточно кардинальная. И скорее всего, эта смена популяции повлияла и на смену всего этнического дискурса в регионе. Примерно так обстоят дела. И в целом же, подытоживая, работа Мажитова-Султановой имеет большое значение в историографии. Ее необходимо читать, ее читать очень легко. То есть достаточно просто взять книгу, открыть любую страницу, и с любой страницы вас увлечет история, вас увлечет вот эти самые научные концепции. Тираж у него был достаточно большой, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, до сих пор где-то продается, возможно, в Доме Бешкирской книги или где-то еще. Но в любом случае ее можно найти в интернете, kitabtar.org, вы можете легко найти эту книгу и, собственно, с ней ознакомиться. Более того, многие тезисы этой книги вошли во второй том «История башкирского народа». Там тоже можно увидеть определенные разделы, которые перекликаются с этой книгой.